на котором советские войска остановили врага. В подмосковной Кубинке 4 сентября прошла встреча министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора о коллективной безопасности и Союза независимых государств. Встреча представителей этих трех организаций впервые прошла в таком формате. Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по результатам встречи. Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ. Министры приняли на заседании совместное коммюнике, в котором отмечается, что борьба с международным терроризмом и экстремизмом остается приоритетом. Об этом сообщает издание «Коммерсант». В совместном коммюнике глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ борьба с терроризмом и экстремизмом названа приоритетом. Отмечается, что две страны-участника этой встречи – Азербайджан, страна-участник СНГ, и Индия, страна-наблюдатель в ШОС, заявили о том, что военные этих стран не будут принимать участие в совместных учениях «Кавказ-2020». Мы видим, что происходит на западной границе Республики Беларусь, где НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в стране. К сожалению, все более вызывающими становятся попытки стран НАТО демонстрировать свою военную силу у границ Российской Федерации в регионах Черного и Балтийского морей. Примечательно, что такой формат встречи проводится на фоне белорусских событий и общей нестабильной ситуации в большинстве стран-участников встречи.